Да, меня никто никогда не судил, меня дважды реабилитировали. Вызывали в прокуратуру и вручали, я вам могу показать эти вот билеты о реабилитации полной. Однажды Алтеру Литвину приснился сон. Как будто стоит он посередине горы, а на него с огромной скоростью несется мальчишка на санках. Разобьется, думает Литвин, пытается остановить парнишку, но не может. Санки разворачиваются, едут вниз задом наперед еще быстрее, и в мальчике он узнает себя. Неужели вот так же задом наперед уже прошла длинная жизнь в таком же безостановочном движении? От чего зависит скорость судьбы? У историка Алтера Львовича Литвина она измеряется в своих величинах. В студентах, диссертациях, сотнях научных статей, десятках книг, в званиях и заслугах, ученый с мировым именем, доктор наук, заслуженный профессор Казанского федерального университета, заслуженный деятель науки Татарстана и России, в научных загадках, которые Алтер Львович перевел в статус достоверных фактов, в количестве дел репрессированных, которые Литвин изучил в архивах, и людей, которым он вернул доброе имя. Вот такая у него мерная шкала для главного дела жизни – исторической науки. Она всегда была идеологической наукой, и очень трудно сделать из нее науку, поскольку идеология всегда вмешивается. Вот и сейчас она вмешивается, и тогда вмешивалась. Всю жизнь вмешивается. Поэтому спорит, наука это или, значит... в свое время был такой историк Михаил Николаевич Покровский, ученик Ключевского еще. В 20-е годы он возглавлял историческую науку как старый член партии и редактор книги Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Он определил историю очень просто. История – это политика, опрокинутая в прошлое. Все. Вот его определение, оно, так сказать, живо до сих пор. У Литвина свои глубоко личные счеты с историей. Он стал ею заниматься, по сути, случайно. И дорога к своему призванию была не просто трудной, трагической. Все катаклизмы XX века, как по учебнику, затронули семью Алтера Львовича. Индустриализация, переселение, арест отца, детство с клеймом «сын врага народа», гибель родных в гетто, голодные военные годы, антисемитизм, реабилитация. Мой папа приехал в Казань в 29-м году. По профессии он был сапожник. И тогда строили в Казани меховой комбинат. Нужны были рабочие, вот его профессии. И он приехал сюда и стал работать на мехкомбинате рабочим с Корняком. Мама приехала, нас было 4. Меня назвали именем Алтер, это значит «старый» в переводе, поскольку первый у нее сын умер, а я был вторым. И чтобы я жил, значит, меня решили так назвать. Значит, вот моя фотография маленького, да. Вот это мой дедушка и бабушка по отцу. Потому что по маме они все погибли, я их не знаю. Да. Вот это вот отец и мама. Детские воспоминания не дают спать даже седовласым мужчинам. Ночью особенно явственно чувствуешь запахи маминой стрепни, слышишь крики дворовых друзей, которых давно нет. Здесь был дом, сейчас его нет. В общем, новые дома построили. То есть первые 25 лет своей жизни я прожил в этом дворе. Отсюда пошел в университет, так сказать, скончал университет здесь. Все из этого двора. Был совсем другой двор, конечно. А вот наш этот дворник, очень хороший был, пожилой татарин. Мы его слушали и боялись, он нам все время рассказывал, как надо себя вести.
Как чего он больше нас воспитывал, чем родители, которых мы не видели вообще. Я отца вообще плохо помню, но на работе все время была. Было четверо, надо было как-то кормить, особенно в войну. Отец, Лев Вульфович, по сути, спас своих родных, еще до войны перевез в Казань. Мама, Сара Наумовна, всех близких оставила в Белоруссии. Дед Литвина был кантором в синагоге. Потом, когда при советской власти уничтожали храмы, стал учителем. Все родственники матери пали жертвами Витебского гетто. Там, в 1941 году, собрали и уничтожили евреев Витебска и окрестностей во время нацистской оккупации. Там, значит, ее сестры жили, в общем 27 человек уничтожили тогда вот. Поэтому что тут говорить об этом? В 1941 году, незадолго до начала Великой Отечественной, отца арестовали. Алтер Львович вспоминает в своей книге «Жизнь как выживание». Его взгляд до сих пор со мной, затравленный. В глазах слезы и молчаливые извинения перед нами за то, что бросил, хотя и не по своей вине. Ему дали 7 лет за анекдот, который по пьянке втроем они рассказывали. Значит, двое свалили на него. Анекдот о Сталине. Приехал какой-то грузин, пастух, с ишаком в Москву и не может накормить своего этого ишака. Он позвонил Сталину. Значит, сосотый вот наш грузин, где мне накормить вот ишака, не могу в Москве найти место. А тот ему ответил: я 170 миллионов ишаков кормлю, а ты одного не можешь. Все, 7 лет и 5 лет по рогам. Знаете, что такое по рогам? Это, значит, не имеешь права голосовать и быть избранным никуда. Вот получил мой отец. В 1948 году его судили в марте 1941. Он попал на Таймыр. Сначала добывал ртуть, без всяких этих. Через 3 недели инфаркт. Вытащили, говорит, ну, так как он был хороший сапожник, шил сапоги начальству и тем сохранился. Все уговаривало меня владеть сапожничьим ремеслом, но как-то у меня не получилось. Понимаете, когда он вернулся. Ужасы сталинских репрессий, которые позже Литвин ученый будет исследовать в архивах, стали трагическими реальными фактами жизни его семьи. И первым он запросил в секретных хранилищах дело отца. Алтер Львович даже пытался найти тех двоих, что смеялись над анекдотом и потом написали донос. Просто чтобы посмотреть этим людям в глаза. Но их уже не было в живых. Он рассказывал, как его посадили, как его запирали в свинцовый ящик, чтобы он признавался, что он троцкист или там еще какой-то там предатель. То есть как не давали спать по 3 суток, стояли на ногах, иначе начинали бить. Ну, в общем, я 5 раз подавал заявление на фронт. Ну, пойду в маршевую роту, в штрафную роту. Ну, начальство говорит: ты нам шьешь сапоги. Говорит, так у него статья была 58.10, часть 1, это антисоветская пропаганда. Она считалась, ну, одной из самых легких вот этих антисоветских статей. Литвин посвятил отцу, узнику ГУЛАГа, книгу «Запрет на жизнь». В ней он рассказал о представителях местной интеллигенции, которые стали жертвами культа личности и вместе с ними члены их семей. На основе следственных документов Литвин восстановил факты биографии репрессированных Фатхи Бурнаша, Евгении Гинзбург, Карины Тинчурина и многих других. Сам Алтер Львович навсегда запомнил самый страшный эпизод из своего горького детства. Яркое впечатление у меня было вот одно осталось. Я был в 3 классе начальной школы номер 2 на Булаке. Учился я. Когда вот арестовали отца. В класс пришла старшая пионер-вожатая школы. Меня поставили посреди зала перед учениками. Ну, моими товарищами все были. Ну, все третьеклассники. Мне шел 10-й год. И она грозно сказала: ты знаешь, что у тебя отец враг народа?
И ты должен сказать, что у тебя отца такого нет. Если не скажешь, мы тебя в пионеры никогда не примем. И я расплакался. У меня начались рыдания. Она ушла, плюнула. Учительница была пожилая, Раиса Ивановна у нас. Вот как сейчас помню ее зовут. Ну, такой пожилой человек. Она распустила класс, прижала меня к себе, до сих пор помню, и долго успокаивала. У маленького Алтера остались и другие воспоминания. Военные, голодные, бесконечные очереди, 300 грамм тяжелого хлеба, похлебка из воды, в которой мама вымачивала мешки из-под муки. Ему пришлось быстро повзрослеть. Совсем молодым Алтер, Алексей или Леша, как его зовут близкие, стал единственной опорой для 3 младших сестер. Мама ушла из жизни очень рано. Отца после освобождения не прописывали в Казани, он жил в районном центре и мог приезжать лишь изредка. Алтер пошел работать на завод. Когда мама умерла, мне было 11 лет, а ему было 18 лет, Леша. И, конечно, вся забота на него пала. А так как он человек очень ответственный и любил всех нас, а нас было еще 2 сестры, то есть 3 сестры, и вот он старший остался. Поэтому, конечно, я считаю, меня он просто вот вырастил. Потому что он меня никуда не отпускал. Всегда держал при себе. Работал, учился и помогал. А в биографию Литвина вновь вмешалась эпоха. Да так, что развернула его жизнь на 180 градусов. В 1950 году он с отличием заканчивал вечернюю школу. Но получить золотую медаль выпускнику помешала политическая недальновидность в итоговом сочинении на тему «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет». А я перешел Лин. Не умещалось у меня, откуда я знал? Всем дали аттестаты, мне нет. Меня вызвали в Министерство просвещения, в Кремле тогда находился. Я пришел туда, там сидят 2, мне оказалось, пожилых человек. И мне говорят: инструкцию знаешь, что там, где имена вождей, переносы запрещены слов. 5 строк сверху, 5 снизу. Я понятия не имею. В общем, мы тебе на всякий случай 4 поставили, получишь серебряную медаль. Все равно без экзаменов поступишь. Тогда без экзаменов можно было эти медали. Я говорю, ладно, у них уже было все готово, мне дали серебряную медаль, аттестат серебряный. Но я пошел, сказал спасибо, что скажешь тут? Я не знал этой инструкции. Меня один догоняет и говорит: парень, говорит, ты легко отделался. Газета была «Красная Татария», тогда выходила у нас. Передовая статья. Было написано, что колхоз имени Сталина, или бригада имени Сталина, выполнила, план на 10%. БРИ перенесли гада имени Сталина. Всех посадили. На заводе юный Литвин заряжал аккумуляторы и мечтал заниматься физикой. По правилам того времени, с серебряной медалью он мог поступить в вуз на любую специальность. Исторический факультет возник совершенно неожиданно и, опять же, вопреки мечте и благодаря драматической биографии абитуриента. Я подал заявление на физику в Казанский университет. Там секретарь был тогда Евгений Прокофьевич Бусыгин, умный, хороший человек, фронтовик. Он мне сказал: у тебя, говорит, все в порядке, с генеалогией с твоей. Я говорю, да не очень. Я говорю, сын врага, во-вторых, я еврей, а тогда преследования были этих врачей там и прочее. Он говорит, не пройдешь, говорит, там атомная физика возникала, не пройдешь, тебя туда, говорит, не возьмут ни за что. Но я его упавшим голосом спрашиваю: а куда можно? Иди, говорит, на ИСТФАК, там всех берут. Я ушел на ИСТФАК, а куда я? Что я должен был делать? Так что это случайное было дело в то время. А потом я уже, кстати, свыкся. Если запросить в интернете информацию об историках, репрессированных в СССР, то выходит список из 135 фамилий. Кабинетная профессия в тоталитарную эпоху стала не просто опасной. Карьера могла закончиться высшей мерой наказания, если ученый был честным с собой и фактами новейшего времени. Или нужно было просто уходить в дворники, если совесть не позволяла обходить стороной идеологически опасные, скользкие темы.
Я вот написал же, что историки разные. Историки разные. Одни поддались идеологии, восхваляют то, что есть, и возглавляет, кричат, что Россия имеет историю такую благообразную, бесподобную, что надо гордиться нашей историей, и так далее, и так далее. Другие пытаются что-то разобраться, а третьи говорят, что они будут только честно писать. А честно писать очень сложно. Всю свою профессиональную жизнь историк Литвин сознательно выбирает темы, в которых сплошные идеологические конфликты, белые пятна и человеческие трагедии. Одна из главных – революция и гражданская война в Поволжье. Голод, восстание, взятие Казани в сентябре 1918-го, создание Татарской республики – лидеры тех лет. Разным аспектам гражданской войны были посвящены и кандидатская, и докторская диссертации. В 1975 году, когда Литвин защищал докторскую по теме «Крестьянство Среднего Поволжья в гражданской войне», говорить, например, о массовом сопротивлении сельских жителей советской власти мог только бесстрашный ученый. И не потому ли диссертацию долго не утверждали. Потом Литвин активно участвовал в дискуссиях ведущих исследователей революции и гражданской войны. И они привели к переоценке многих устоявшихся исторических концепций. В своих исследованиях о красном и белом терроре, сталинских репрессиях ученый всегда избегал субъективных идеологических оценок. Я не забуду первой конференции по так называемым мелкобуржуазным партиям, Ленин пригласил даже меньшевиков, пришел генерал КГБ. Считали, что кто занимается этим, значит, диссидентом. Мы не были никакими диссидентами, абсолютно. Доклады все делали, секций не было. Приехал народ, человек 20, решили, что все при всех будут делать доклады. Хорошо. Собрались, вышел Леонид Михайлович Спирин, мой хороший потом друг. Мы вместе с ним писали книжки, статьи. Он работал в Институте марксизма-ленинизма после войны. Он участник войны. Вышел и говорит так: ну что, говорит, товарищи, на эту тему писать трудно, все вздохнули, трудно. Документов не дают? Не дают. Не печатают? Не печатают. То есть о КПСС, пожалуйста, а о меньшевиках не очень дают печатать, понимаете? Тогда он говорит, ну ничего, вспомним старый эсеровский лозунг: в борьбе обретешь ты право свое. Генерал плюнул, встал и ушел из зала. За десятилетия научной работы Алтер Львович Литвин опроверг многие штампы советской историографии. Его утверждения становились сенсациями, как, например, предположение о том, что эсерка Каплан не стреляла в Ленина в августе 1918 года. Вот там я посмотрел личное дело Каплан, следственное дело. Да не стреляла она в Ленина. Там другие стреляли в него, понимаете? А на нее... С ней рядом стоял какой-то там комиссар, который сказал, я почуял, что это именно она стреляла. Она была не похожа на всех других. Стояла с сумочкой, с зонтиком, глухая, ничего не видящая. Она на каторге ослепла, понимаете, по первому делу 6-го года. Ну, Наган нашли на следующий день. Ничего не... А вот он сказал, что это она. И, значит, ее повели, и потом все говорят, что это она. И до сих пор, значит, кричат, что Каплан стреляла. Я написал статью, что она никакого отношения к этому не имела. Понимаете, да? То есть, ну, там вот эти следственные дела, они все, конечно, того времени, они ближе к истине, чем потом толкователи, ну, идеологии, так сказать. Многие исследования и книги Литвина разных лет могли бы стать основой остросюжетных фильмов. Пропажа в Казани золотого запаса Российской империи, история подвига великого татарского поэта Мусы Джалиля, казанская жизнь и смерть Василия Джугашвили, сына Сталина, крутой маршрут писательницы Евгении Гинзбург, пребывание в Казани семьи первого президента России Бориса Ельцина. Было довольно любопытное. Это дело Ельциных. Не слышали вы об этом? Значит, отец и родной дядя Борис Николаевич. Ему было самому 4 года, когда они приехали в Казань. Они были из раскулаченной уральской семьи. Они были рабочие, плотники. И отец Ельцина, значит, работал бригадиром плотников. Они строили 22-й завод в Казани.
Знаете, так. Донос такого типа существовал, что вот сам отец Ельцина, бригадир, увидел, как рабочий один сидит и читает газету. Он говорит, работать надо, а не газету читать. Газету «Правда» тут читал. Ему написали, что вот он мешает социалистическому просвещению рабочих. И дали 4 года. Его дядя, вот, ну, родной брат отца, заявил, вот вы требуете с нас деньги для помощи африканским рабочим, а нас чем кормите? Ему написали, что он критикует социалистическую, и тоже дали 4 года. Их отослали обоих, значит, в Подмосковье строить канал Москва-Волга. Но они там прославились, они, ну, рабочие люди были. Их досрочно, значит, амнистировали. В постсоветское время Алтер Львович стал ездить с лекциями в университеты Германии, Соединенных Штатов, Израиля и других стран. С любимой женой Фаней они посетили как туристы десятки стран. Машинам и дачам они предпочитали путешествия. За границей живут его сестры, но никогда и нигде Алтер Литвин не собирался остаться, без громких и фальшивых слов о патриотизме. Во-первых, у меня здесь дети, которые не собираются никуда уезжать. Семья у меня интернациональная. У сына жена русская, у внука татарская. То есть мы очень дружно все живем. У меня есть правнуки и внук, который работает юристом здесь. Смысла я не видел никакого уезжать. Во-вторых, здесь могилы всех моих родителей, кто оставался так со мной. Тети, дяди, отец и мать все похоронены здесь, на Арском кладбище. Сейчас и жена здесь. Поэтому я остаться не захотел нигде. Ни в Штатах, ни 3 года подряд я ездил в Израиль. В еврейском университете там у них выступал. Читал. Ну, там вообще предлагали сходу оставайтесь. Нет. Я не хотел уезжать отсюда, потому что здесь были все мои архивы. Вот все здесь вот внизу у меня лежит. Это мои архивные документы. Всякие тут лежат. В том числе тут есть даже копии письма Цветаевой, которое неизвестно. Я вот потом опубликовал. Понимаешь, вот тут много всего. Это моя работа. И я, пока вот не стал, совсем не могу ходить, все время я работал в Москве на Лубянке. Алтер Литвин стал основателем научной династии. Сын Александр тоже историк. Да и как могло быть иначе, когда растешь среди сотен томов, а всемирная история – настольная книга? Те, кто работает по стопам родителей, они наверняка наталкиваются все время на это. Тебя постоянно сравнивают. А поскольку мы разные и разнопрофильные, папа больше склонен к науке, хотя он блестящий преподаватель. Я менее люблю архивы и занимался историографией, то есть историей исторической науки. А больше люблю преподавательскую деятельность. Я понимаю, что в науке он сделал в десятки раз больше меня, хотя я тоже 6 книг написал. Но я рад каждой его книге, и я рад тому, что вот на свой преклонный возраст сейчас, а возраст у него очень преклонный, он продолжает писать, он продолжает работать, ему есть что делать. Он очень целеустремлен, он хочет быть лучшим в профессии. Это вот, пожалуй, основное. Он любит свою профессию, искренне любит, и хочет писать, говорить с людьми, открывать что-то новое. Прадедушку часто навещают правнуки Миша и Даня. Будут ли они историками, этого никто не знает. Да это и не важно. Вместе с ними Алтер Львович проживает те счастливые мгновения детства, которые отняла у него судьба. Он до сих пор сожалеет, что учился музыке только 1 год, хотя